За ее плечами длинная и интересная жизнь. В свои 91 Лиде Бексултановне есть что вспомнить и о чем рассказать. Ей было 12, когда началась война. В ссылке она потеряла почти всю свою родню. В 19 вышла замуж, родила 2 детей, но через 4 года потеряла и главу семейства. Было трудно, признается бабушка, но родственники не оставили ее одну. Помогали, чем могли. Да и она, сложа руки, не сидела, вела хозяйство. Петр Цалридер машины связь автоматически, только следуешь машины. Так, дома летаешь, белга, дикет идется, малаш белга. С машины с белга идется. Так, как ты медведь, хаджа, заусклад хаджа, бачаник, дикет нечто идется. С машины идется, с бог вас идется. С бандур, с машин, так вот тих, бог и тих, бог бур. Центр ходик саден, сайнчон. Сенчи, сен кусыр, мусыр, тыду барск, берес, сен хала, малтош мен куач бхадрсун, тикта бал ватра. Лида Бексултановна родилась в первый день весны. Всегда была бойкой, живой. Расцветает от каждого доброго слова. Бабушка признается, никакого секрета долголетия у нее нет. Разве что трудолюбие и жизнь в согласии с родными. И пусть ей 91, но принимать поздравления приятно в любом возрасте. Особенно, когда тебя чествует сам глава государства. Поздравить, 9 мая, 23 февраля. Почему дагига хангет судик? Эти халу, сидели, дагдига, дикхат почему? Сегодня бабушка живет в окружении близких. У нее 4 внука и 11 правнуков. Все они любят и ценят ее за добрый нрав и великодушие. Ее стойкости можно только позавидовать, признаются они. Все обожают ее, любят и ценят. Наня у нас такая мудрая женщина, несмотря ни на что, она не сломалась, все время трудилась она у нас, все время наставляет нас, с ног наставляет. Живые свидетели великой истории, таких как Лида Вдалакова, немало. Но здесь пытаются помнить о каждом. Добрая традиция поздравлять долгожителей – инициатива президента России Владимира Путина. С 2013 года представители госвласти навещают самых почетных жителей своих районов в дни их рождения. Внимание со стороны государства – необходимая дань уважения старшему поколению. Поздравили с этим письмом, чтобы порадовать ее, мы ей принесли сладости, продуктовую корзину мы ей привезли, чтобы как-то она почувствовала какое-то внимание со стороны государства. Наши старики – пример достойный для подражания. Несмотря на все тяготы и невзгоды, они неустанно радуются жизни. Тамара Хшагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24.